Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. Доллар США сегодня остановился на отметке 71 рубль 29 копеек за единицу. Стоимость евро 82 рубля 65 копеек. Покупают сегодня доллар по лучшей цене в Солидбанке за 70 рублей 52 копейки. Продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 70,97. Лучший курс покупки европейской валюты также в Совкомбанке за 81,85. Продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 82,22. Государство может вернуть россиянам деньги за лекарства. Так можно получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарств, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей в течение налогового периода, за который запрашивается вычет, и не позднее 3 лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства. Кроме того, налоговым вычетом можно воспользоваться только в случае, если в налоговом периоде у физического лица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ. Сотрудники оперативного штаба города Якутска продолжают вести ежедневные рейды по торговым центрам столицы. Проверяют соблюдение ограничительных мер. Репортаж Марферины Алексеевой. Сейчас мы находимся, пожалуй, в самом многолюдном торговом кластере города Якутска. Сюда приходят закупаться не только горожане, но и предприниматели и жители со всей республики. И мы должны проверить на наличие при входе контролирующих сотрудников, которые должны пускать посетителей только по предъявлению ПЦР-тестов либо QR-кодов. Сейчас проверим. При входе в основное здание контроль на наличие QR-кода или ПЦР-теста в момент проверки не проводили. Посетители свободно проходили к торговым рядам. Проверяющий подошел уже позже, объяснив, что отлучился ненадолго, подтвердив слова видеозаписью. Журнала учета, как оказалось, тоже нет. По словам сотрудников, в торговом центре учет ведется с помощью видеонаблюдения с фиксацией всех входящих посетителей. Буквально человек отвлекся на непродолжительный промежуток времени, что послужило началу этого казуса, скажем так. Предприниматели должны иметь либо журнал, либо какой-нибудь момент фиксации именно посетителей, которые заходят и которые показывают свои QR-коды и паспорт, условно так, вот документ, удостоверяющий личность. А вот в другом здании рыночного комплекса проверка велась. Подтвердили это, показав историю проверки считывания QR-кодов. Ну а следующим объектом проверки стал торговый дом «Тамара». В оперативный штаб города Якутска поступил не один звонок от горожан с жалобами о том, что здесь не соблюдается мера ограничения. В данном торгово-выставочном центре, как оказалось, не проверяют QR-код и наличие ПЦР. Также не ведут журнал учета. Женщина, которая представилась сотрудником торгового центра, объяснила это тем, что не имеет права требовать у посетителей паспорт гражданина Российской Федерации. Вы что смешите? Посетители, это мне что, какую амбарную книгу надо заиметь? Записывать, кто приходит? Вообще голова есть на плечах, кто это издает законы? Я не имею права у него просить паспорт. Это гражданин России. Он даст мне его или не даст, это его право. Я их что его? Вот он стоит, проверяет, вот стульчик, коды. Проверяет. Но они его вот так с этим стульчиком проводят и уводят. У нас контингент какой? Прививка есть, вакцина? QR-код есть у вас? Маска. Вон, все вот так проходят. Сотрудник центра так и не показал, каким образом ведется проверка. Комиссией был составлен акт о нарушении соблюдения ограничительных мер. Подобные рейды ведутся ежедневно во всех общественных заведениях. Напомним, с 8 ноября посетить торговые центры, спортивные комплексы, заведения общественного питания или культурные объекты можно только предъявив подтверждаемый QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо результат активного ПЦР-теста. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Вагон-ресторан, якутское кино и туристические квесты. В Москве запустили Дальневосточный экспресс – брендированный поезд в столичной подземке. Каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны. И не только. Акция проходит уже в 4-й раз. Какие сюрпризы приготовили организаторы в этом году, узнаем у Максима Кардозу. Вот он, красавец! Через несколько минут этот обновленный поезд отправится бороздить тоннели московского метро, радуя и удивляя жителей и гостей столицы. Каждый вагон этого поезда передает такую энергию людей,
энергию природы, глубину истории, цивилизации, которые там зарождались, из которых, в общем, становилось вот это величие и мощь нашей страны. Каждый вагон посвящен сразу 2 регионам. Про Якутию внутри много интересной информации. И про столетие ЯССР, ИСЭХ, природные и культурные памятники. Заинтересовать потенциальных туристов могут и стенды про полюс холода и зиму. К нам стремятся ехать в последнее время именно зимой, чтобы почувствовать действительно якутскую зиму. И наши полюса холода их становятся такими мировыми брендами. Не забыли и о якутском кино. Здесь представлен фильм «Тыгын-Дархан». Кстати, недавно в Москве состоялась его премьера, и сейчас можно посмотреть картину на большом экране в кинотеатре. Главная задача проекта – раскрыть туристический потенциал региона. И уже в 4-й раз Дальневосточный экспресс отправляется на поиски возможных путешественников. Причем в этом году организаторы приготовили новые сюрпризы. Главной фишкой этого сезона является так называемый вагон-ресторан. Здесь можно увидеть блюда различных регионов Дальнего Востока. Якутия представлена кумысом, куда же без нашей якутской строганины. А также здесь можно найти любимый десерт – кёрчах. Курсировать поезд будет полгода по синей Арбатско-Покровской линии метро. И предполагается, что в такое путешествие по Дальнему Востоку смогут отправиться более 2 миллионов человек. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Осталась последняя неделя переписи населения. Почти месяц жители Якутии активно участвуют во всероссийском мероприятии, основной этап которого стартовал 15 октября и завершится уже в воскресенье 14 ноября. У тех, кто по разным причинам еще не заполнил переписной лист, есть возможность сделать это 3 способами. Дождаться переписчика очно, и он придет к вам домой, либо же посетить стационарный пункт, где специалисты помогут заполнить документ или самостоятельно заполнить простой бланк на портале госуслуг. Как предпочитают участвовать якутяне, расскажет моя коллега Мадина Халикова. Да, коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся в одном из переписных участков Центрального округа, и перепись идет полным ходом. Осталось не так много времени, чтобы успеть переписать всех жителей нашей республики. И сделать это можно 3 способами. Либо переписчик придет к вам домой, заполнит переписной лист, либо самому пройти на сайте госуслуг, либо же прийти в стационарный пункт, как этот, и переписчики помогут вам заполнить переписной лист. Но о том, когда будут уже известны итоги переписи, потому что 14 ноября она завершится, нам расскажет Наталья Иннокентьевна Куприянова, она контролер этого участка. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда ждать предварительные итоги переписи и как вообще по итогам будет проходить пересчет? Ну, официальный опрос населения у нас завершается 14 ноября текущего года. Затем во главе с Госкомстатом регионов, то бишь наша Республика Саха во главе с Госкомстатом Республики Саха-Якутия, будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам, куда, конечно, войдут результаты переписи жителей городского округа город Якутск. Затем сводные данные всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Она будет продолжена, наверное, не только в течение 2001 года, она перейдет и в 2002 год. Вот. И все эти результаты проверок будут проанализированы, проверены по нескольку раз, сведены, сгруппированы, и в дальнейшем они послужат, как говорится, отправной точкой для планирования бюджета страны, для выделения различных субсидий и субвенций в регионы и для определения качества жизни россиян.
Спасибо большое. Ну а я напомню, что это последняя бумажная и первая цифровая перепись населения, поэтому спешите пройти ее вместе с нами. Я перепись населения уже прошла, мой переписчик пришел ко мне, получил мой QR-код, поэтому я свой государственный долг выполнила. В Айхале увековечили память основателя поселка. Мемориальную доску с барельефом первого директора рудника Айхал Георгия Кадзева открыли в одной из школ поселка. Оксана Мезенцева с подробностями с места события. Имя Георгия Кадзева, основателя Айхала, уже увековечено в названии улицы в поселке. В честь него установлен и памятник на Соборной площади Айхала. С 2020 года Айхальская средняя школа номер 23, где мы сейчас находимся, тоже носит имя Георгия Александровича. В этот юбилейный для Айхала год в школе открыли и мемориальную доску с барельефом директора первого рудника Айхал. Право открыть мемориальную доску, сняв белое полотно, предоставили главе Якутии Асену Николаеву, директору Айхальского ГОКа Евгению Денисову и ученице школы номер 23 Марине Чириковой. Георгий Кадзев – легендарная личность. В далекие 1960-е годы коллектив, которым руководил Георгий Александрович, в тяжелейших условиях Крайнего Севера справился со своей основной задачей. Ровно 8 месяцев прошло от установки в безлюдной тайге первой палатки до пуска фабрики. Авторы проекта – работники Айхальского ГОКа и руководство школы. Барельеф изготовили в одной из московских мастерских. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря финансовой поддержке Айхальского ГОКа. Компания «Алроса» на реализацию проекта выделили 450 тысяч рублей. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Тайконавты Джай Джиган и Ван Епин завершили первый выход в открытый космос с борта китайской орбитальной станции Тяньхэ. В общей сложности он продлился 6,5 часов, рассказывает Артем Сторонов. Капитан экипажа китайского пилотируемого корабля Шэньчжоу-13 Джай Джиган и женщина-тайконавт Ван Япин в понедельник завершили первый выход в открытый космос с борта строящейся космической станции Тяньхэ. Их коллега Е Гуанфу был с ними на связи и занимался координацией, оставаясь внутри модуля. 41-летняя Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной, совершившей выход в открытый космос. В ходе работ за бортом тайконавты установили и настроили роботизированный манипулятор модуля Тяньхэ и каскадный адаптер для роботизированного манипулятора лабораторного модуля Вэнтянь, который прибудет на станцию в будущем, а также выполнили ряд других задач. Выход продлился 6,5 часов. Шэньчжоу-13 – это вторая из 4 миссий, которые отправятся на станцию для завершения ее строительства, окончание которого ожидается в 2022 году. Тайконавты прибыли на орбиту 16 октября и по плану должны пробыть там полгода. Экипаж предыдущей миссии, продлившейся 3 месяца, вернулся на Землю в сентябре. Китайская станция, первый модуль которой был выведен на орбиту в апреле этого года, находится на высоте примерно 400 километров и должна прослужить более 10 лет. В Венеции так называемый сезон высокой воды. Это период, обычно выпадающий на осенние месяцы. Местные жители и туристы спасаются импровизированными чехлами, чтобы не промочить ноги. Подробности в следующем материале. Полиэтиленовые чехлы для ног ярко-желтого, синего и оранжевого цветов в последние дни стали привычным зрелищем на улицах Венеции. Многие туристы и местные жители щеголяют в такой импровизированной обуви, не боясь замочить ноги в сезон высокой воды. Так называется период, обычно выпадающий на осенние месяцы, когда из-за сильных приливов многие улицы Венеции оказываются затоплены. А для тех, кто не хочет покупать себе защитные сапоги, местные власти строят специальные приподнятые пешеходные дорожки. Для защиты города от наводнений в прошлом году в заливе начала функционировать система плавающих барьеров «Моисей». Однако сейчас она не была активирована, поскольку вода поднялась всего лишь на 1 метр. Наводнения в Венеции вызваны сочетанием сразу нескольких факторов – от повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, до постепенного проседания грунта под городом, в результате которого дома все ниже опускаются в воду.
Пони тоже лошади. Суть этого выражения остается прежней, только говорится теперь так о других животных. В германском зоопарке Кельна появились крохотные олени. Подробности далее. Кёльнский зоопарк в четверг с гордостью представил своего новичка, крошечного новорожденного оленя Пуду. Животное карманного размера получило кличку Дульче. Оно представитель самого маленького вида этих парнокопытных и никогда не вырастет больше кролика. Впрочем, в столь крохотном теле скрыт дух настоящего оленя. Это олени до мозга костей, независимо от размера. Их биология, их поведение и происхождение тесно связывает их с центральноевропейскими родственниками. Но они оказались в экологической нише, где такое тело – преимущество. Дульче всего 6 недель, и работникам зоопарка только предстоит определить пол животного. Однако детеныш уже несколько дней с удовольствием исследует свой открытый вольер. Пуду происходит из Южной Америки. Они живут в Андах и Патагонии. Вернемся к новостям нашей республики. Санитарные площадки и мусорные баки установили в Алекминске. Это стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив. Елена Фаст продолжит. В 2021 году в городе Алекминске реализован еще один проект местных инициатив – установка санитарных площадок и мусорных баков. Всего установлено в соответствии со всеми правилами 22 площадки и 40 баков по 0,5 кубов. Кроме того, из средств муниципального бюджета мы установили 10 санитарных площадок в многоквартирных домах. Также мы с этого года начали обустраивать санитарные площадки с баками в частном секторе. Мы уже захватили микрорайон Новостройки, микрорайон Сосновка, микрорайон по улице Мелиораторов, так скажем, да, дома. Со следующего года мы совместно с региональным оператором запустим такой совместный проект по установке баков нового типа, так называемые еврокубы. Они, и, во-первых, и эстетичнее выглядят, во-вторых, они более удобны в использовании, в транспортировке. Ну, вообще, и это намного улучшит вообще качество оказания услуг. Проект попал в точку. В ближайшее время в районе будет определен региональный оператор. Вероятнее всего, это будет компания, уже имеющая не только все необходимое для работы, но и опыт. Принято на уровне Министерства ЖКХ очень правильное решение о разделении всей западной подзоны на 7 различных районов. То есть каждый район, Алекминский, Мирный, Ленск, Нюрбинский район, Сунтарский район, они будут отдельно проводить конкурсы на определение регионального оператора. На сегодняшний день конкурс пока еще не начался, пока подготавливается документация определенная. Но у нас в Алекминском районе, в городе Алекминске, уже есть претенденты на это место, те, кто уже сейчас осуществляют транспортировку твердокоммунальных отходов. Это управляющая компания «Комфорт». У проекта планируется продолжение. Необходимо полнее охватить не только МКД, но и частный сектор. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Эта знаменательная дата была учреждена ЮНЕСКО еще в 1999 году. Сегодня в обществе науки уделяется особое внимание. Ну а о научных открытиях подрастающего поколения расскажет наша коллега Надежда Саханская. Она находится с нами на прямой связи. Надя, добрый день, передаю тебе слово. Кристина, приветствую. Науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизнью украшают, в несчастные случаи берегут. Об этом писал еще Михаил Васильевич Ломоносов. Ну а мы прямо сейчас находимся в кванториуме, где юноши и девушки занимаются различными изобретениями и подают отраду старшему поколению. Рядом со мной находится педагог класса Energy Quantum Денис Данилов. Денис Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, мы к вам пришли, и вы снова не с пустыми руками нас встречаете. Расскажите, пожалуйста, о том, что представлено у вас на столе. Вот здесь у нас лежит лабораторная установка для измерения, то есть она имитирует гидроэлектростанцию, то есть дети при помощи него получают первое электричество сегодня, да, то есть на принципе электромагнитной индукции. Здесь есть несколько лабораторных работ, да, то есть начиная от нулевых, да, тех, кто только пришел, да, и заканчивая более продвинутым. А что дети будут конкретно делать на этом макете? Возможно, задачи какие-то связанные с топливом или с энергетикой или с чем-либо еще? Вот, конкретно они его включают в кран,
Да, то есть в зависимости от напора воды они получают измерения. Измерение, то есть мультиметром выдаваемое напряжение от установки. То есть записывают таблицу и вычисляют опытным путем, какой из винтов будет лучше выдавать электричество, то есть будет лучше крутиться. Достаточно хитрое приспособление. Скажите, а в следующем кейсе у вас тоже лежит нечто интересное? Давайте перейдем сюда. Вот в следующем кейсе вот здесь уже лежит установка по измерению, по созданию биотоплива. Биотопливо тут можно создавать из отходов, и также при помощи химической реакции они создают, измеряют и выделяют электрический ток. Здесь мы можем уже говорить о альтернативных источниках топлива, да? Да. Тогда давайте перейдем к другой теме. Вот недавно мы к вам приезжали, и ваши дети изобретали генератор, который будет работать в отдаленных участках Якутии на альтернативном топливе. Вы посылали эту работу на конкурс в Москву. Каковы итоги? Да, дети съездили, выступили вполне успешно, да, получили положительные отзывы от экспертов, которые там слушали, да, но призовое место, к сожалению, мы не заняли. Но в будущем обязательно победим. Скажите, а какие сейчас у вас планы, что изобретают дети, если это не секрет? Вот наверное, да, одна из свежих новостей, это дети участвовали в конкурсе «Я инженер» в престижном, да, то есть 4 команды Synergy Quantum с Кванториума, они стали финалистами. Да, и один ребенок, то есть не один ребенок, а одна команда, то есть победила в категории 10 классы, и победила очень, приз был у них очень ценный, то есть iPhone 13 они выиграли. Сегодня было награждение вручения торжественное. Ну а дети чем могут похвалиться? Вот генератор или, может быть, какая-то система новая для программирования, новый разработан источник альтернативного топлива или что-то еще? Что дети-то представили, помимо того, что они получили в награду? То есть проект детей был именно победителей, да, это робот по очистке вентиляционных путей. Да, вот, это проект победителей, также финалистов. Да, вот, то есть одна команда представляла проект гибридный электрогенератор, вторая команда представляла проект теплообогревающая куртка. И один, то есть ребенок, он сконструировал свой инженерный продукт Тутумергир, якутская вертушка. Благодарю вас, Денис Алексеевич. Поздравляю вас со Всемирным днем науки за мироразвитие и желаю, чтобы у вас было как можно больше способных учеников, которые как раз-таки представят обществу новые научные изобретения. Спасибо. Ну, а я напомню, мы находимся в Кванториуме. Это то самое место, где самые дерзкие идеи превращаются в реальность, потому что здесь научный интерес и познавательный азарт. На этом у меня пока все. О награждении конкурса «Я инженер» мы расскажем уже в вечерних выпусках. Кристина, передаю тебе слово. Надя, спасибо. О Всемирном дне науки и его развитии нам рассказала моя коллега Надежда Саханская. Мы продолжаем. Этнографические рисунки и рукописи известного якутского фольклориста, ученого-лингвиста, этнографа Георгия Гермогенова «Эргиз» теперь будут храниться в Институте гуманитарных исследований и проблем народов Севера. Сегодня состоялось торжественное дарение коллекции. Картины попали в руки заслуженному работнику культуры республики Надежды Толбоновой от знакомой женщины, а она случайно нашла их во время ремонта дачи. Как известно, Георгий Эргиз заложил фундамент научного исследования якутского фольклора, собирал образцы якутского народного творчества, переводил их на русский язык. А в молодости занимался в художественном кружке, был участником первой художественной выставки самодеятельных художников. В найденной коллекции всего имеется около 100 картин. То, что нам сегодня подарила Надежда Семеновна Толбонова, это, более чем значимый материал, это его личные документы, более того, то, что составляло его личное увлечение, так бы я сказал, личное увлечение, никто и не знал о том, что у него была такая особенность к рисованию, огромный материал, разные рисунки, пейзажные, портретные, которые он выполнял.
и во время каких-то рабочих заседаний в институте, и во время экспедиций. Там есть портреты исполнителя Аланхо и так далее. Это очень значимый и значительный дар, особенно приобретающий особую значимость именно в год науки и технологий. Поэтому мы благодарим от всей души совершенно искренне Надежду Семеновну Толбонову за этот бесценный дар институту, конечно. В Нерингре проходит выставка художника Михаила Кохана. В возрасте 25 лет он окончил Днепропетровское государственное художественное училище и вот уже более 40 лет создает картины в самых разных жанрах. С художником встретилась наш корреспондент Ирина Кичигина. Первая персональная выставка Михаила Григорьевича состоялась в 1996 году в городском музее. 3 ноября этого года в Центре культуры и духовности имени Пушкина открылась уже 4-я персональная выставка. На ней представлены в основном пейзажи, но есть и портреты, и натюрморты. Помимо этого, работы Михаила Кохана ранее были представлены на выставках в Нерингре и Якутске. Сейчас художник занимается росписью храма Иоанна Кронштадтского в поселке Беркакит. Эту работу Михаил считает за честь. Соблюдая церковные каноны, нужно работу выполнить. Ну вот так вот я предложил, вот иконостас в храме уже готовый был. Вот, и как бы вот все равно нужно наполнить храм рисунком каким-то. Вот. Я предложил, вот орнамент скопировался, иконостасы, именно как бы по периметру всего помещения. Вот этот орнамент продолжаем. Вот, и будет хорошо, я надеюсь. Одним из преданных поклонников творчества Михаила Кохана является его внук Артем. Мальчик помогает в проведении выставки, рассказывая посетителям о картинах и о дедушке, когда сам художник отсутствует. С особой теплотой Артем относится к подарку, который получил однажды на свой день рождения. Мне очень приятно. Каждый раз, когда я захожу в свою комнату, я вижу эту картину. Я восторгаюсь ей, несмотря на то, что она уже многие годы висит. Я смотрю на нее и вижу даль, вижу Нерингри и тайгу. За всю свою жизнь из-под пера мастера вышло более 1500 картин. И это далеко не предел его творческого потенциала. Ведь вдохновляется художник красотами якутской природы. Это вечная тема, которая прекрасным узором ложится на полотна красками Михаила Кохана. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерингри. Книгу под названием «Невероятная история Кындыкан» презентовали в Якутске. Сказку про девочку, найденную в стойбище вблизи Верхоянских гор, написала молодая писательница Лидия Тарасова. На презентации побывала Елизавета Васильева. Интернет в стойбищах, экспедиции, книга и мультипликационный фильм. А далее проекты международного уровня, которые помогут людям узнать о быте и традициях коренных народов Севера. Сегодня мир отважной девочки Кындыкан пополнился книгой. В данной книге я уверена, потому что мы читали эту книгу, весь коллектив Кындыкан тестировал эту книгу на своих детях, на своих племянниках. И вот клик был очень теплый, очень хороший. Это коллективная работа. Я думаю, будущее у Кындыкан очень большое и светлое. Проект «Кындыкан», а также выпуск книги поддерживает компания «Алроса». Для компании это событие стало еще одним шагом в обширной социальной деятельности, направленной в том числе и на сохранение и развитие культуры коренных народов Севера. «Алроса» регулярно реализует в этой сфере целый ряд проектов. Это и детский осмотр конкурсов «Язык предков», конкурс детского творчества «Колодец сказок» и многое другое, включая поддержку родовых общин оленеводов и рыбаков в самых северных районах республики. Большая благодарность компании «Алроса», которая оценила наш вклад, наш энтузиазм и поддержала на самом главном этапе, потому что энтузиазм — это хорошо, но очень быстро приходит, конечно, и выгорание, да, вот, и то, что у нас оказала поддержку самая большая компания нашей республики, да, это тоже для нас очень большой результат и большая ответственность. Сейчас члены творческого объединения «Кындыкан» реализуют разные проекты. Это выпуск книги, мультика, экспедиции к местам проживания коренных народов и создание красочных фото- и видеосерий. Команда энтузиастов установили в стойбищах спутниковое оборудование и интернет. Это событие даст старт первому YouTube-каналу оленеводов. В следующем году образовательные экспедиции продолжатся. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск.
Фильм «Тыгын Дархан» получил гран-при международного кинофестиваля «СИФА» в Сочи. Завершился российско-британский открытый международный кинофестиваль. В этом году он проходил в 6-й раз. Церемония закрытия, как и весь фестиваль, большей частью проходили в онлайн-формате. Лично прибыла лишь часть членов жюри, ограниченное количество журналистов, некоторые режиссеры и актеры. В частности, на форум смогла приехать председатель жюри основного конкурса британская актриса Фрэнсис Барбер. Это уже вторая крупная победа фильма якутского режиссера Никиты Аржакова. Ранее «Тыгын Дархан» получил главные призы исторического кинофестиваля «Вече». В Мирнинском и Ленском районах морозы наступят на следующей неделе. На сегодня ленчане удивились, взглянув на термометры, +1 в ноябре. Устойчиво высокие температуры до -5 градусов для Ленска не характерны. В прошлом году в эти дни было -15. Метеорологи отмечают, нынешняя осень теплее прошлогодней почти на 12 градусов. Но 30-градусный мороз, по прогнозам, не за горами. Со следующей недели зима резко заявит о себе и в Ленском, и в Мирнинском районах, где сейчас всего лишь -2. Такая погода продержится еще в ближайшие 2 суток. С четверга выходит очередной циклон с запада, а с ним мы ожидаем умеренный снег на территории Ленского и Мирнинского районов с порывистым ветром до 15-17 метров в секунду. В дальнейшем температура будет только понижаться. И в конце выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сегодня снег, -5 градусов днем, вечером также снег, а ночью похолодает до -12. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. В Нерюнгри тоже снежно, -5 градусов. К вечеру столбики термометра опустятся до -6. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня тоже весь день идет снег, -3, ночью -4, ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Алмазной столице тоже снегопад. В течение всего дня -4 градуса, ночью -10, ветер от 5 до 10 метров в секунду. И в столице республики все еще тепло, -3 градуса днем, ночью -10, ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале.